Еўрарадыё.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нас у жывым эфіры праз соцсеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Гэта незвычайны эфір Еўрарадыё, гэта стартапніца, праграма пра смелых беларускіх прадпрымальнікаў і інвестараў, якім не шкада на дзёрзкія ініцыятывы гэтых прадпрымальнікаў сваіх грошай. Сёння ў нас, я вось не ведаю, хто ў гасцях, ці прадпрымальнікі, ці інвестары, а дакладней, хутчэй, двое у адным флаконе. Гэта Алена Шкаруба і Вольга Сіманенка. Прывітанне, Алена, прывітанне, Вольга. Прывітанне. Самая галоўная тэма нашай размовы – гэта бізнес-інкубатар Demium Startups. Гэта іспанскі праект, які вырашыў адкрыць адзін са сваіх міжнародных офісаў у Мінску. Я так разумею, што гэта адбылося, папраўце мяне, калі я не правы, у лютым. Да, і вось прайшло, амаль 2 месяцы. Што за гэты час адбылося? Распавядзіце мне, калі ласка, відаць, Алена и Ольга. Да, прежде всего, всем привет. 21 февраля состоялось официальное открытие Demium Startups в Беларуси. Для нас это было знаковым событием, потому что впервые Demium Startup начал открывать свои представительства вне Испании, и первой страной в рамках их европейской экспансии стала Беларусь. Что произошло за это время? Месяц, да. Да, мы в нашей программе сейчас 4 прекрасных команды, они занимаются... То есть это люди, которые пришли просто с желанием создать стартап, без команды, без идеи. На сегодняшний день уже в каждой команде есть 3 фаундера, которые занимаются бизнесом, занимаются маркетингом и технологией. Ребята знают, что они делают, они уже смогли валидировать первые гипотезы, у них уже есть четкое представление относительно того, что они хотят делать дальше, у некоторых уже были первые питчи. Ну и самое главное, что они нашли классных новых друзей, и, в общем-то, мы развиваемся дальше. То бок Demium Startups – гэта такая пляцоўка, якая дапамагае людзям сабрацца разам і знайсці аднаго, знайсці фаўндараў і гэтак далей. А якія тэмы? Вось, калі можна ўжо казаць, да, вось гэтыя 4. Гэта стартапы, прысвечаныя чаму? У нас все стартапы работают совершенно с разными идеями. У нас есть стартап, который работает над созданием дневника на основе искусственного интеллекта для людей, которые переживают сложный период в жизни. То есть пока что у них такой узкий рынок – это стартаперы. Стартаперы – это люди, которые переживают сложный период жизни. Да, потому что вообще, на самом деле, создавать стартап и, как знаете, говорят, что создание стартапа – это постоянный emotional rollercoaster, потому что чем больше ты добиваешься, тем ниже ты потом падаешь, потом ты поднимаешься еще выше, падаешь еще ниже. И у меня у самой... Выйти со стана депрессии довольно тяжко. Абсолютно верно. И мы как раз недавно, с ребятами смотрели статистику. Я точно не помню, кто именно эти цифры давал, но это было из Соединенных Штатов Америки, конечно же, информация, что количество депрессий и различного рода проблем, связанных с эмоциональным здоровьем, будет увеличиваться, и именно среди фаундеров. Вот. И к тому же и наша белорусская культура, и в принципе европейская культура, она крайне нетолерантна к неуспехам. И если мы, например, с вами там можем пойти, там, я не знаю, за чаркой, обсудить какие-то... Это стандартный механизм по выводу себя из депрессии, хотя бы на некий короткий промежуток часа. Абсолютно верно, то, к сожалению... Или подружке позвонить, да? Да, либо позвонить подружке, то, к сожалению... Да, то, к сожалению, не все культуры открыты к такому, вот, поэтому нам кажется, это очень интересный стартап. Также у нас есть ребята, которые работают над голосовым помощником для колл-центров. У нас есть проект, который занимается созданием единого дэшборда для быстрого доступа к информации о клиентах, с каких бы каналов коммуникации они не приходили. И 4-й – это проект, который занимается AR-преподаватель для танцев. То есть это преподаватель для танцев на основе дополненной реальности.
круто, гэта ўсё актуальна і гэта ўсё з абсалютна розных, вось што цікава, да, з абсалютна проста розных сфер. Можа, відаць, крыху падобны галасавы дапаможнік для кол-цэнтраў і дэшборд для кліентаў. Я так разумею, што нешта ёсць агульнае, да, праца з кліентамі, але ўсё астатняе гэта проста абсалютна розныя сферы. А колькі было, як гэта, канкурсантаў, да, колькі прыйшло да вас людзей са сваімі ідэямі, з чаго вы выбирали и як? Может, вы, Ольга, скажете на это питание? Да, мы получили порядка 270 откликов. Вот да. 4 из 270, прикладно вот так, да? 4 команды по 3 человека. 12 да, из 270. 12 из 270, да. Крутой конкурс. Больше за 20 человек на вот это место, да. Да. Дальше у нас проходили так называемые динамики. По сути, это были такие ролевые игры различные, и мы знакомились с ребятами, ребята знакомились с нами, конечно, мы презентовали свою программу, рассказывали, что мы можем им предложить, вот. И в то же время, конечно, мы проводили многоступенчатый и отбор, и подбор, да, и это продолжалось на протяжении нескольких встреч. Вот. Дальше проходило такое самое основное, как бы, можно сказать, оценочное мероприятие и показательное. Это All Startup Event. Это занимает 2,5 дня. Вот. И что было падчас гэтага All Startup Event? 2,5 дня, все собрались недзе? 30, да. По итогам нашей динамики было выбрано 31 человек, и в течение 2,5 дней ребята знакомились друг с другом, они формировались в команды, им была дана идея для проработки, и по итогам 2,5 дня они питчили жюри, что у них в результате получилось. Особенность Демиума в том, что у Демиума есть свой банк идей, и он дает стартапам направление, то есть он дает направление, какие горячие идеи есть на рынке. И ребята, например, анализируя эти направления, приходят и придумывают что-то свое. Например, вот идея с дневником, с интерактивным дневником на основе искусственного интеллекта появилась около идеи, связанной с алгоритмом для распознания эмоций человека. Вот. Например, связанное с, как это называется, наше приложение для изучения танцев с помощью дополнительной реальности появилось благодаря проекту, связанному с прямой трансляцией спортивных каких-то мероприятий. То есть направления одни, но ребята, благодаря тому, что собираются разные компетенции, приходят разные менторы, в итоге придумывают какие-то абсолютно свои классные, интересные идеи. И еще и хочется отметить, что Демиум не ждет, когда к нему придут готовые команды с какими-то уже своими идеями. Наоборот, он акцентируется на том, что мы ищем и находим именно талантливых предпринимателей, маркетологов и, конечно, специалистов в сфере IT. И дальше мы уже через свои методологии, через методологии Демиума, мы помогаем им создать команды, мы помогаем им сплотиться в эти команды и найти ту идею, над которой уже по согласованию вся команда дальше продолжает свою работу. А наколькі гэты механізм, ён агульны для ўсіх бізнес-інкубатараў? О, нет. Да. Нешта вельмі адрознае. Да, абсолютно верно. У такого типа бизнес-инкубатора, как Demium Startups, даже есть название как стартап-студия. Да, то есть, по сути, приходят, как вот Ольга только что сказала, люди, у которых ничего нет, кроме желания и уже накопленного опыта и компетенций. И абсолютно разного типа есть инкубаторы, акселераторы. Например, многие существующие инкубаторы, они будут просить, чтобы у команды уже был какой-то трекшн. Они, конечно же, в первую очередь оценивают саму команду. Что такое трекшн? Да, это... Нам часто задают питания люди по ходу эфира. Да, я понимаю. Это чтобы были уже видимые результаты, которые могут инвестору дать понять, зарекомендовать. Что... Даже не зарекомендовать, а дать понять, что этот продукт востребован на рынке. Условно говоря, если это приложение бесплатное, да, то, например, количество скачиваний. Если это какой-то бизнес, то, конечно же, это чеки, сколько людей заплатило за этот бизнес. Да? Вот, соответственно... То бок усе, в прынцыпе, хочуць рознага ад тых, хто прыходзіць да іх, а ці ўсе даюць нешта аднолькавае. Да? Я так разумею, што даецца нейкая экспертыза, даецца вось ментары,
да, фаундеры вось адкуль яны бяруцца, да, і што будзе далей? Да, что именно Demium дает, да? Значит, Demium, абсолютно верно, Demium дает, во-первых, офис, где все команды могут работать, он помогает найти фаундеров, да, то есть команду, он помогает найти идею, он дает доступ к международному нетворкингу. Например, на сегодняшний момент ребята, когда валидировали гипотезы относительно проблем, относительно клиентов, уже в их опросе участвовал весь нетворкинг Demium, да, вот, а затем Demium дает доступ к своей методологии и, конечно же, к своей сети инвесторов. Demium сейчас открывает в Лондоне Invest Hub. Они собирают вокруг Demium инвесторов, ну, которые в основном живут в Британии, в Лондоне, именно для того, чтобы они инвестировали в проекты Demium. И еще что самое главное, что дает Demium, после того, как инкубационная программа завершена, он не говорит проект «до свидания». Этот проект остается в портфеле Demium, и Demium всячески еще на протяжении года поддерживает этот стартап. А што лічыцца з завяршэннем інкубацыйнай праграмы? Цікаво. С точки зрения времени это 6 месяцев. Да, 6 месяцев. Но вся праца, абсолютно верно. Поспели за это. Но как бы что значит 6 месяцев? Это, в общем-то, ни о чем. Самое главное — результат. То есть для Demium основным результатом является то, что компания инкорпорируется, то есть они открывают юридическое лицо, и что Demium подготавливает команду для привлечения инвестиций и содействует команде в их привлечении, чтобы и соответственно, что происходит по сравнению с первым днем, скажем так, у команды, у которой не было ничего, появляется бизнес, оценка которого растет с каждым месяцем благодаря результатам. Я думаю, есть что добавить, Ольга, потому что у нас весь час Алена размаўляе, а вы сидите и ничего не кажете. Я хочу сказать, что вот этот вот первый поток... Нет. Я с удовольствием. Я о своих ребятах готова очень много говорить, да. Вот этот первый поток, он дал удивительные результаты с точки зрения того, какой уровень, какой интеллектуальный уровень, какой профессиональный уровень ребят пришел к нам. Оль, расскажи про конкуренцию. Адкуль яны? Вось гэта люди, якія до вас пришли, які ўзрост, яны студенты ці? Нет, это, конечно, не студенты. Это, если это люди из бизнеса, то это, как правило, те, кто уже попробовал какие-то свои проекты, вот, либо имеет экспертизу именно профессиональную, то есть, ну, это где-то, наверное, ну, как минимум 5 плюс, 6 плюс лет экспириенса. Вот. Если мы говорим, то есть, если мы говорим про IT, тут, конечно, возраст помоложе, да, вот, но вы же понимаете, это такая сфера, где талант, он сразу ясен. Сразу уже, в 15 лет. Да, в 15 лет у нас есть такие ребята, которые там чуть ли не в 8 лет разрабатывали механизмы, перестраивали какие-то там стиральные машины и так далее. Сумная ситуация. Коли ты у 8 годов не перебудовывал правильно, да, то все, значит, ничего не отрывается у тебя уже далее по жизни. Вот. И еще хочется отметить, что мы почувствовали со стороны уже белорусского, так сказать, сообщества признание себя. А каким образом мы это почувствовали? Потому что мы почувствовали, что мы стали конкурентами. Прошел только 1 месяц, нагадаю. Наших ребят стали переманивать. Стали переманивать наших ребят. Сябры, про гэта мы поговорим праз кароткую музычную паузу і выпуск навінаў. Два гостя вельмі цікавых у нас сёння ў стартапніцах. Это Алена Шкаруба і Вольга Сіманенка з каманды бізнес-інкубатора Demium Startups. Праз 4 хвіліны стартапніца працягнецца, не пераключайцеся. Ничто не забыто. Мои нервы дрожат на пределе, губы застыли в привычной защитной улыбке с пеной у рта. Меня опять заставляют поверить, что вся моя жизнь одна большая ошибка. И я погружаюсь на самое дно, обратно в свой мир, на самое дно. И я
погружаюсь на самое дно, обратно в свой мир, на самое дно. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Пры мікрафоне Роман Устінаў каротка пра асноўныя падзеі. Нават нягледзячы на крытычныя заявы кіраўніка краіны, знос крыжоў у Курапатах стаў сапраўднай нечаканасцю для ўсіх. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавёў абаронца мемарыялу Зміцер Дашкевіч. Наша праблема ж, што мы заўсёды імкнемся неяк розумам і сыходзячы са сваіх маральных стандартаў ацаніць злачынны рэжым. А ў людзей няма ні розуму, ні стандартаў. Нічога няма. Конечно, такая верагоднасць, імавернасць была, да апошняга немагчыма было ў яе паверыць. Што это можна вось так, нахабна, без ніякіх, я падкрэслю, без ніякіх юрыдычных рашэнняў. Па словах Змітра Дашкевіча, актывісты больш не будуць рызыкаваць уласным здароўем, каб усталяваць новыя крыжы на месцы масавых расстрэлаў. Тэрэза Мэй просіць Еўрасаюз адтэрмінаваць Брэксіт да 10 чэрвеня. Пра гэта інфармуе BBC. Прэм'ер-міністр Великабрытаніі даслала ліст кіраўніку Еўрапейскага савета Дональду Туску. Мэй спадзяецца, што за гэты час парламент зможа ўхваліць пагадненне і выхада не будзе. Великабрытанія мусіла выйсці з Еўрасаюза яшчэ ў сакавіку, але Лондан здолеў атрымаць адтэрміноўку да 12 красавіка. Аднак брытанскі парламент ніяк не можа ўхваліць пагадненне. Мэй заявіла, што яе краіна будзе імкнуцца выйсці з ЕС да 23 траўня, калі адбудуцца выбары ў Еўрапарламент. Лідары краін-чальцоў Еўрасаюза могуць даць адказ на саміце 10 красавіка. У Бабруйском знайшлі тысячагатовы шлем. Гэта унікальная знаходка, на яе натрапілі падчас працаў у рачным порце. Фото артефакта можна паглядзець на нашым сайце euraradio.fm. Роман Устінаў, служба інфармацыі Еўрарадыё. euraradio.fm. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта стартапніца, праграма пра адзёрскіх беларускіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія не шкадуюць на іх сваіх грошай. Сёння тэма нашай размовы гэта бізнес-інкубатар. І калі больш вузка глядзець, гэта бізнес-інкубатар Demium Startups, які 21 лютага адкрыўся ў Беларусі. Два чалавекі з каманды гэтага інкубатара. Дарэчы, зараз будзе пытанне пра тое, хто яшчэ ў камандзе інкубатара. Давайте вось пра гэта пагаворым. Гэта Алена Шкаруба і Вольга Сіманенка ў нашай студыі. Яшчэ раз прывітанне, Алена і Вольга. Два чалавека. Гэта колькі працэнтаў ад тых, хто працуе ў Demium Startups Беларусь? 100. На сегодняшний день 100. Гэта агулам? Ці толькі ў Мінску? В Минске. 100 гэта з усімі ментарамі? Дело в том, что... Распорядите, як гэта организовано, як гэта працуе? Да, в Демиуме работает в команде всегда 3 человека. Это программный директор, это менеджер по работе с талантами, и это так называемый сити-менеджер. Менеджер по работе с талантами. Да. Ухудшить шляхетно. Только звучит шляхетно, да. Оно еще и... Быть или казаться, да? Такую же пользу приносит, да. Так, то бок 3 штатныя супрацоўнікі могуць ужо як бы муціць бізнес-інкубатар. Да, Яны складаць касцяк такі, каркас. У нас пока нема третьего. То бок вы вдвох. Да, стартовали мы вдвоем. Да, стартовали мы вдвоем, а менторы и весь нетворкинг, который мы сейчас строим возле Демиума, это, по сути, скажем так, наши приходящие и уходящие гости, то есть они не являются сотрудниками Демиума. Але супрацоўнічаюць з вами. Але супрацоўнічаюць з нами, верно. И нашей сейчас вот соль задачи как раз является выстроить вот этот вот нетворкинг вокруг Демиума, чтобы привлечь интересных людей, готовых делиться своими компетенциями, своим опытом и поддерживать наши стартапы. Наколькі гэта будзе штатнае зноў жа супрацоўніцтва? Нет, это не штатное Все, супрацоўніцтва. 3 чалавекі, гэта дастаткова. Да, Круто, гэта абсалютна, мне здаецца, бізнес новай фармацыі, калі у 3 людзей муцяць такі движняк, да, я не ведаю, транспамежны, да, транснацыянальны. Вось, класна.
Чым займаецца менеджер па талентах? Ну, зразумела, што ён неяк працуе з талентамі, але вось... Да, моя как бы работа начинается с того, что это, безусловно, вот первое вхождение ребят в команду, то есть их поиск непосредственный, отбор, как я уже говорила. И, конечно, у нас есть такой период, называется он онбординг, то есть это когда, ну, это как бы период адаптации. Вот. То бок вы такие HR? Да, это HR, но дело в том, что мы ищем талантливых людей, мы ориентируемся на талантливых людей, и это вообще была мечта, можно сказать, всей моей жизни, работать с талантами, потому что уже через 15 лет, сквозь 15-летний опыт работы с людьми, как HR-менеджер, я начала выделять особую категорию сотрудников, особую категорию людей, талантливых людей, которые... Они очень отличаются, они всегда работают не только за деньги, никогда только за деньги, я бы так сказала. Это люди, которые всегда открыты всему новому, вот, которые очень делящиеся сами по себе, и в то же время они очень сильные и очень хрупкие, им очень нужна поддержка. Вот. Это вот я так бы как бы кратко и полно объяснила, чем я занимаюсь. Это сумесь HR и маці. Ну, можно так сказать, да. Ёсць пытанне ад нашага гледача, гэта Іван Ведзенін, гэта стартапер, я так разумею, ён зараз займаецца мапай, індексам, звязаным з крыптавалютамі сусветным, але раней працаваў на платформе Талака, але пытаецца, вось я таксама хацеў задаць гэта пытанне, ці не перашкаджае Алене дырэктарства ў інкубатары займацца сваім стартапам? Я так разумею, гаворка ідзе пра мітинг-ритмы, што вы скажаце, Алена, ці не перашкаджае? Это не только не перешкаджае, это допомагая. Так. Прежде всего потому, что в Демиуме есть правила. Все программные program directors, которых они приглашают в Демиум, это должны быть люди, у которых был опыт ведения своих стартапов, и более того, у них у всех есть стартапы на сегодняшний момент. И работа в Демиуме помогает мне расширять свой нетворкинг, помогает мне узнавать что-то, чего я, например, не знала до этого. Конечно, с точки зрения того, сколько я могу уделять времени собственному стартапу, наверное, немножечко сложнее, но зато я становлюсь более эффективной и более ресурсной. Сколько гадзін у дзень, у тыдзень вы можете вылучыць зараз на мітинг-ритме? Столько, сколько надо. Добры адказ. А як увогуле, дарэчы, справы? У прынцыпе, тэма размовы у нас, канешне, іншая, але, ну, ведаеце, што тут цікава, да? Вы зараз сказалі, што гэта умова, да, каб трапіць у Деміум, трэба мець свой стартап, але звычайна ўсё ж такі людзі мусяць у пэўны момант выбіраць, да? І, ну, нават ёсць рух, да? Адны рухаюцца з буйных карпарацый да стартапаў, іншыя ад сваіх стартапаў ўсё ж такі да буйных карпарацый, трэція застаюцца там, дзе яны былі, да, ў стартапах і ў карпарацыях. У вас гэта неяк не рух, а сумяшчэнне, да? Вось. Ну, але ў які бок вы зараз рухаеце, ў які бок зараз рухаецца стартап? Я скажу так, что все, что я делаю для своего стартапа. И навык Демиум. Конечно. И Демиум в том числе, потому что в один прекрасный момент у вас встает выбор, вы идете, например, поднимать инвестиции, да? Либо вы закрываете свой стартап, либо вы еще какие-то решения принимаете. Я для себя нашла то решение, которое мне позволит действовать по плану, по моему собственному плану. И там. Ну, по сути, да, у меня есть команда, которая работает, у которой есть четкие цели и понимание, что мы делаем. И вы можете просто уже недзе над гэтым усім. Я бы не сказала, что это просто и над этим всем. Я бы сказала так, что для меня сейчас это является способом того, чтобы развивать стартап мітинг-ритме дальше. А можа такое адбыцца, што мітинг-ритме стане часткай Деміума? Ці гэта выключана, да? Ужо мітинг-ритме знаходзіцца на такім узроўні, які не... Ну, бізнес-інкубатор, ён занадта, не ведаю, мелкая пляцоўка, да?
для такого ўзроўню стартапа? Нет, я бы сказала так, что именно для Demium Meet and Greet мы уже давно перерос Demium, потому что Demium он не работает с готовыми проектами, с готовыми идеями, да. Вообще мы рассматривали возможность присоединения к бизнес-инкубатору именно с целью расширения международного нетворкинга. Вот, так что как бы я не говорю нет бизнес-инкубатору какому-то в будущем. Скажите, вось бізнес-інкубатор 6 месяцаў, да? Наўрад ці за 6 месяцаў каманды здолеюць выйсці на ўзровень, я не ведаю, ICO, pre-ICO, да? На ўзровень, калі яны будуць ужо гатовыя прапанаваць нейкім інвестарам свае праекты, так? Вось все ж таки, што будзе пасля? Demium Startups, ён палічыць, што яго справа зроблена і далей плывіце як хочаце, да? Ці ўсё ж такі будзе нейкая дапамога? Ёсць нейкія інвестары, якіх Demium Startups можа подтягнуть, да, под конкретные проекты. Вось як это будет працаваць? Вообще, я бы сказала так, что, вы знаете, оно все не совсем так, как вы говорите. Это цалкам магчыма, я журналист все ж таки. Да, одной из команд, которая участвовала в All Startup Event, Demium практически через неделю сделал инвестиционное предложение. Так сам Demium может инвестовать. Да, и сам Demium может инвестировать, и у Demium есть свой нетворкинг. Это первое. Второе. Как раз-таки задача инкубационной программы Demium и является то, чтобы во время 5-6 месяца уже в команды начали вкладывать, чтобы инвесторы начали инвестировать в эти стартапы и сделать стартапы полностью для этого готовыми. Конечно, мы не говорим там про раунд A, либо еще что-то, но мы говорим про инвестиции от бизнес-ангелов, про ранние инвестиции. И в принципе, например, по моему собственному опыту, я тоже поднимала инвестиции тогда, когда у Meet and Greet мне был какое-то признание, какие-то международные награды, но не было еще чего-то такого там супер невероятного. И все наши команды к концу 6 месяца будут ровно на таком уровне, а то и лучше. Ольга, вось калі вяртацца да тэматыкі тых стартапаў, тых праектаў, якія вы адабралі, наколькі гэта традыцыйны шлях, вось взяць нейкую сферу ўжо распрацаваную і зрабіць, скажем так, крок у бок, да, і вось там знайсці сваю ідэю. Я так разумею, што амаль усё, што ёсць зараз, вось прыкладна так і зроблена, да? Вось бярэцца, напрыклад, сфера AR, і яна для танцаў, да? Ці там, я не ведаю, бярэцца колл-центр, трэба нейкае вырашэнне, да, і раз голосовой помощник. Вот знаете, с одной стороны кажется, что как здорово, когда у тебя есть идея, которой в мире нет аналога. Да? И вот сейчас я с этой идеей расскажу ее всем, и все сразу захотят в нее вложиться. Но на самом деле дела обстоят несколько по-другому. Инвесторы, они люди осторожные, и они гораздо с большим удовольствием вкладываются уже в те проекты, в те идеи, которые выстрелили уже где-то на международном рынке. Этой идеи легче зразумець, магчыма, так? А потому что не нужно уже готовить потребителя к твоему продукту. То есть поэтому то есть у Demium есть совет по идеям, и этот совет, он прорабатывает идеи и предлагает только те идеи для наших ребят, как базовые, да, которые уже действительно имеют аналоги и успешно реализованы где-то в мире. А задача ребят сделать их просто в 10 раз лучше. То есть они не делают полные копии, безусловно, они их перерабатывают, но просто как базу они берут вот эти уже, да, рабочие варианты. Да, и вот Оля хорошо коснулась вопроса с конкурентами. Дело в том, что, опять же, почему зачастую, да, вообще-то всегда инвесторы говорят, назови своих конкурентов, да, а стартапы думают, чем меньше конкурентов, тем лучше. Инвесторы на это смотрят с другой стороны. Если есть конкуренты, значит, уже кто-то это сделал, и это уже кому-то надо. Вот, поэтому это тоже такой вопрос, что мы всегда ребятам говорим, показывайте конкурентов. Более того,
у нас интересный был внешний гость недавно. То есть у нас... У вас все было недавно? Да, у нас... Знаете, кажется, что уже такой период прошел. Да, Да, просто там месяц прошел. в конце каждого спринта мы приглашаем какого-нибудь известного и успешного бизнесмена, либо инвестора, чтобы он послушал наши команды, поделился каким-то опытом, дал свой фидбэк. И у одной из наших команд он спросил, а кто ваши инвесторы? И они начали называть, не инвесторы, извините, конкуренты. И они начали называть прямых косвенных конкурентов. Он говорит, нет. А кто борется за внимание вашей аудитории, да? То есть если это игровое приложение, не нужно называть такие же игры. Значит, за внимание твоего клиента будет еще бороться Facebook, за внимание твоего клиента будет бороться, я не знаю, там, Netflix и так далее. То есть тут... А хто ваші конкуренти? Ось ви сказали, що вже є спроби переманити ваші команди тих талентів, які ви знайшли. Хто це робить? В Беларуси стали, скажем так, когда Demium заявил о том, что он выходит на рынок Беларуси, я, в частности, стала получать письма, где люди предлагали встретиться, обсудить возможное сотрудничество, и, как оказывается, потому что многие... я не могу сказать, что многие, но есть некоторые компании, IT-компании в том числе, которые на базе своих компаний стали создавать такие инкубаторы, такие стартап-студии. Это что касается Беларуси. Что касается мирового рынка, в принципе, то 100% есть конкуренты. Demium это не является какой-то уникальной абсолютно концепцией. Відаеце, я нават працаваў нейкі час у Беларусі у установе, якая называлася бізнес-інкубатор. Дакладней, я быў адным з праектаў, які быў у гэтым бізнес-інкубатары. Ну, нешта не вельмі падобна. На то, что рассказывали. Але называлась бизнес-инкубатор. Ну вот это к тому, что мы не уникальны, как в мире, да, но для Беларуси это действительно уникальная технология. Скажите, какие темы вы лічыце перспективными зараз для стартапов, для распрацоўкі команд? Вось, ну, можно их еще раз пералічыць тое, что вы уже выбрали, голосовой дапаможнік для колл-центраў, да, такі онлайн-дзённік для стартапераў з дапамогай штучнага інтэлекта, дэшборд для кліентаў і AR-выкладчык танцаў. Вось, што яшчэ вы лічыце цікавым вось такімі тэмамі, дзе можна працаваць беларускай камандзе? Ну, это, конечно же, финтех, потому что сейчас, ну, скажем, то, что творится на рынке финансовых технологий, банковских услуг, это все уже очень традиционно, и это требует больших изменений. Это, конечно же, медтех, потому что, скажем так, появляются люди с деньгами, люди становятся более заинтересованы в качестве своей жизни и в продолжительности жизни. Это, конечно же, EdTech, то есть это связано с образованием. Потому что, как показывает, с кем вы не начнете говорить, даже там с американцами начнете говорить, хоть нам вроде здесь кажется, что вот американская система образования, а американцы думают, что у них ужасная система образования. Да, то есть тоже система образования, которая требует реформирования. Что-что? Добро там, где нас нема. Да, которая... Там добро, они... Да. Что тут? Ну, вот это, наверное, таких 3 основных направления, где я считаю, что очень много перспектив. Ці можна зараз, у прынцыпе, ведаеце, наш час уже сканчаецца, ён вельмі хутка ляціць. Як зараз трапіць у Demium Startups, калі будзе наступны, ну, я не ведаю, адбор, да, што далей? Ці вы вось узялі 4 праекты і будзеце з імі далей працаваць паўгода? Нет, мы будем, следующий набор у нас будет в середине мая, следите, пожалуйста, за нашим анонсом, присоединяйтесь к нашей группе, будет в середине мая. Мы будем проводить порядка 4 All Startups в год. Дело в том, что мы не только набираем новые команды, но и существующие команды мы также можем усиливать новыми талантами, да, там в сфере маркетинга, либо IT. Поэтому 15-17 мая, пожалуйста, следите. Добра, на гэтай ноце, канешне, яшчэ ёсць шмат часу, да, амаль 1,5 месяцы да гэтага дня, але я думаю, што гэты час можна якраз таки скарыстаць на то, каб падрыхтавацца добренько, да? А можно я еще скажу? Натурально. Спасибо, да. У нас 11 апреля будет Venture Day в Имагуру. Demium Startups там будет представлен. Более того... Вы будете робить демо? Нет. У нас не будет демо-дня, у нас будет все более, знаете, так приближено к людям. С нами можно выпить чашку кофе.
очень вкусного и поговорить о Demium Startups. Так что все, кто будет в Venture Day, пожалуйста, приходите в наш офис на 2-м этаже. Дзякуй вялікі, дзякуй вялікі. Сёння мы абмяркоўвалі бізнес-інкубатар, а калі быць больш дакладным, бізнес-інкубатар Demium Startups. Вольга Сіманенка, дзякуй, да пабачэння. Лена Шкаруба таксама дзякуй, да пабачэння. Да пабачэння. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне, гэта была стартапніца. Пачуемся на Еўрарадыё.